Еще одно остинское село попало в книгу рекордов. В этот раз отличилась Сурхдигара. Там одновременно живут сразу 14 долгожителей. Таким количеством не может похвастаться ни одно селение в России. Старейшин поздравили от имени главы республики. Моя коллега Фатима Дзадзоева узнавала секрет долголетия. Долгих лет вам еще жизни, чтобы вы были с нами рядом, здоровья вам крепкого. С первого взгляда и не скажешь, что Борису Бузоеву уже 92. Он никогда не жалуется на здоровье, много двигается и работает по хозяйству. А еще уверенно чувствует себя за рулем. Ездит не только по республике, но и в соседние регионы. В доме напротив живет его двоюродный брат Сарай. Он на 2 года старше Бориса. И таких долгожителей в селе 14. А это Роза Илоева. Несмотря на старания родных оберегать ее от тяжелой работы, она в свои 91 шьет, готовит еду и возится в огороде. Говорит, не может сидеть, сложа руки. Раиса Сабеева вспоминает, как после войны приходилось заниматься полевыми работами по 10 часов в день, несмотря на голод, холод и невыносимую усталость. Она вырастила 7 детей. У бабушки больше 40 внуков и правнуков. Есть и свои неизменные традиции. Когда большая семья Сабеевых собирается, 93-летняя Раиса Слангириевна играет на гармошке. За вашу долгую жизнь, насыщенную, плодотворную, чтобы вы долго-долго еще были рядом с нами. Здоровья вам крепкого. Спасибо. Еще один долгожитель Сурхдигары – Георгий Галиев. Он родился в 1928 году. Окончив среднюю школу, поступил на зоотехнический факультет Североостинского сельскохозяйственного института. С тех пор проработал более 60 лет в народном хозяйстве. Работал зоотехником здесь более 10 лет. Работал секретарем партийной организации здесь более 10 лет. Работал председателем колхоза более 7 лет. Очень хорошие люди здесь живут. Очень хорошо они работают, поэтому мне всегда хорошо работалось. Спасибо им, моим землякам. Георгий Муратович поделился секретом долголетия. Всегда энергичный и с хорошим настроением. Это Бог одарил меня. Но главное, я никогда не курил, не пил почти никогда. Работал физически по мере возможности. И поэтому абсолютно никогда ничем не болел. Большое вам спасибо, что вы навестили старика. Огромное спасибо. Для меня это дает большой импульс в дальнейшей хорошей жизни. В прошлом году Сурхдигара заслуженно попала в Книгу рекордов России. Именно здесь родина многих долгожителей. Инициативу проявил местный житель Олег Марзоев. Говорит, хотел сделать подарок односельчанам на 90-летний юбилей родного села. От имени главы республики вручили им единовременные выплаты. Оказали им внимание, так скажем. Это наши старшие, которые нам подают пример. Пожелали им крепкого здоровья, чтобы они еще долгие годы жили на радость нам всем. Благодаря молодым как раз-таки активистам село попало в эту книгу. И сегодня мы рады очень этому событию. Для нас это очень приятно. Пожелали им доброго здравия, чтобы они и младшему поколению передавали свой положительный жизненный опыт, чтобы они делали те наставления, которые им пригодятся в жизни. За плечами этих людей большой трудовой путь. Многие прошли войну, а после восстанавливали страну. Делятся, как такового рецепта долголетия нет. Есть главное – никогда не унывать и всегда решительно идти только вперед. Не бояться преград, жить в любви и согласии с близкими. Фатима Дзадзоева, Хетак Гапоев. Новости Осетии.